Приветствую вас. По традиции, пожалуйста, якутские оладушки. Здравствуйте. Мама мия. Оладушки возьмите. Раз, два, три, снимаю. Еще раз. Юрий Михайлович, представьте, пожалуйста, полностью. Старший тренер сборной команды России мужского состава Каменский Юрий Михайлович. Ну, как планируете провести сборы в Алдане? Ну, мы не первый раз приезжаем в Алдан, и сейчас подготовились, центр подготовился хорошо к нашему приезду, новую трассу там спланировали для нас. То есть мы рассчитываем плодотворно провести этот сбор, который является базой для подготовки к Олимпийским играм. И сколько спортсменов прибыли сегодня? Здесь прибыло сейчас всего 9 спортсменов. Ну, из Москвы прилетело, правда, 7. А вот остальные там с другими путями добирались. Вот. Ну и плюс специалисты еще у нас. 7 специалистов. Вы сказали, что вы не первый раз в Алдане. И как вы оцениваете нашу базу? Ну, эта база в это время, в октябре, здесь просто она вне конкуренции, потому что нигде в мире на сегодня снега практически нет. То есть это либо где-то искусственный, либо высоко в горах, в Лечере, как в Австрии, в Италии. Но там снег, в общем-то, плохого качества, и, сами понимаете, условия высокогорные не совсем другие. А так, чтобы вот именно на естественном снегу, таких условий в мире до конца октября практически нигде нет. И в ноябре стартует Кубок мира, да? Кубок мира в конце ноября стартует. 6 спортсменов от нашей страны участвуют. Пока не определились. 5 человек определены, и один будет добираться, и также немножко раньше, на день раньше, стартует Кубок IBU, это для резервных составов. Вот мы будем отбирать 6 и 6 человек. 6 человек на Кубок мира, 6 человек на Кубок IBU. А кого можете выделить из состава? Кого можете выделить из состава? Из этого состава 2 человека уже участвуют в Кубке мира. Это Карим Халили и Эдуард Латыпов. Также здесь чемпион России прошлого года и чемпион Ижевской винтовки Кирилл Стрельцов, чемпион мира Бабиков Антон. Кого не назвал, один из самых талантливых молодых спортсменов наших, Серохвостов Данила, призер чемпионата мира среди юниоров прошлого года, Первушин Михаил. А вот недавно прошел чемпионат России, как оцените итоги? Ну, это соревнования, которые являются, в общем-то, такими прикидочными, там как-то сильно итоги оценивать сложно. Но члены сборной команды страны неплохо проявили себя на этих соревнованиях. Не все стартовали, там получилось несколько. Некоторые заболели, у Логинова жена рожала, вот, то есть он не присутствовал. Вот, там по семейным обстоятельствам Гаранчев вроде тоже отсутствовал. А так, тот, кто стартовал, показали неплохую готовность. И спортсмены из сборной заняли практически все призовые места. Представьтесь, пожалуйста, имя. Антон Бабиков. Ну, Антон, вы впервые, да, в Алдане или уже который раз? Нет, я тут, можно сказать, самый опытный в нашей команде. Что касается посещения Алдана, уж точно, потому что я 4-й или 5-й раз поеду туда. Вот. Но мы первый раз летим через Якутск, поэтому тоже новый опыт.
И как оцениваете нашу базу в Молдавии? Ну, это прекрасное место. Самое сложное, единственное, добраться сюда, но потом, через несколько дней, ты уже забываешь о дороге и только наслаждаешься тем, что там есть все, для того, что нам нужно для подготовки. И это очень, знаете, такой всегда душевный прием, всегда очень такая правильная атмосфера, которая позволяет идеально настраиваться на сезон. Так, а какие планы соревновательные? Ну, планы самые высокие, в принципе, на сезон, поэтому сейчас для нас главное встать хорошо на снег. Вот здесь, ну, скажем, много разных тактических наработок будем использовать и постараемся быть во всеоружии просто перед сезоном. Осталось немножко совсем времени и стараемся здесь все успеть.